Приветствую вас, Борис Николаевич, на Андынской земле. Многонациональный наш народ встречает вас и любит, и милостью просим. Спасибо. Гостеприимный наш национальный традиционный чай. Во время пребывания на Тувинской земле президент России отметил, что в новой федерации не должно быть типовых республик. Каждая должна идти по пути обновления своим самобытным путем, укрепляя одновременно и единство России. Единство России ведь не в единстве условий жизни, а в единстве все-таки духа, в единстве, так сказать, отношения людей к своей родине. Уважаемые земляки, дорогие гости республики, сегодня мы отмечаем 50-летний юбилей вхождения к вам в состав России. Существуют различные взгляды в отношении этого юбилея и 1944 года. От правильности толкования и понимания этого исторического момента зависит дальнейшая судьба народа. Вот в настоящее время я вот удивляюсь, отдельные люди, это отдельные наше большинство до сих пор считает, что это правильный путь, который мы сейчас развиваем, сейчас идет, дети учатся, все и так далее. А сейчас вот знаете, что вот газеты почти молодежь ТВ, ШИН, и другие газеты, Центр Азии, там, Фищик, если не только, если не СК, вот отдельный там член Политпро, и было бы не воссоединение, а самостоятельно мы бы развивались, развивались, но такого развития, которое сегодня мы имеем, такого нет. Невозможно было. Самоопределение.